это просто нечто. Это что, пистолет? Да в смысле? Один ты? Что с Кавказом такое творится? Глава республики Свет. Я реально с ужасом. Может быть медведь? Не любим рассказывать, мы любим показывать. Они меня обманули. Чего себе. Всем привет, я Суворов, это мое новое видео, в котором я поеду в путешествие в Ингушетию. Даже тут в Дагестане, откуда я выезжаю, говорят, что там опасненько и лучше не стоит туда ездить. Под ногами жижа, над головой туман, это все, что нужно для 150-километрового марша. Сейчас я ломанусь прямо туда и, наверное, я докажу, как и обычно, что там хорошие люди и не стоит ничего бояться. Просто поехали. И еще кое-что. Я не взял с собой ни копейки денег. И даже не знаю, где буду ночевать. Погода и ужасная слякоть. Кто-то скажет отморозок. Да, отморозок. Но только так можно прочувствовать эти края. Как обычно, все шикарно. Хотя будет нелегко. Салам алейкум. Окраина Грозного. Окраина Грозного. Просто, друзья, смотрите, какая красота. Вся Ингушетия меньше Махачкалы. Вся Ингушетия меньше Махачкалы. Давай. Друзья, я не знаю, как это со мной происходит. Опять я наткнулся на человека, который ехал прямо до Магаса. Отличный русский парень, с которым я очень душевно пообщался. Сейчас я в Магасе и хочу сделать первые выводы. Вон где ворота, если вы туда подойдете. Вот там. Все, спасибо большое. Класс, можно там снимать? Я блогер. Просто... лучше залазить нельзя сегодня. Сегодня нельзя? Да. А почему? Потому что не работает. Блин, ну ребят, вообще не вариант никак. Просто... Да, можно поснимать сверху? Да не вариант сегодня. Там работа идет. Да. Не вариант. Да, один. Назад. Не вариант. Совсем никак? А внутрь хоть зайти можно посмотреть? Вот сюда. Можно. Работники этой башни сказали мне, что в городе особо интересного ничего нет, но самое пламя — это Джейрах. Запомните это название. Короче, понял, в городе смотреть нечего. Ну, я вот просто, знаете, смотрел, здания все новые, здания все современные, прям красивые, а вот людей мало. Новый город, а здесь старый город был. В этом же месте строят, да. Новый город. Сейчас тоже потихоньку жилые, видишь? Да, перебраться. Жилые дома делают. Слонык. Тут вот все строится. Офигеть. Везде стройка, вот просто смотришь, везде вокруг стройка. Идет. Администрация главы, вот наш здесь, глава республики Свет. Вот прям там? Да. Он и сейчас там сидит? Взорвать хочешь? Да. Тут везде стройка. Нет. Не говорите мне, что это телефонная будка. Нет, я в это не верю. Это вообще реально? Вот так все аккуратно. Алло, здравствуйте, Юнусбек Евкуров. Ой, дверцу закройте, пожалуйста. Впервые в жизни я зашел в будку, в такую будку. Но это я уже в Чечне видел. Этим меня уже не удивишь. А это что? Блин, тут что, выставка что ли какая-то? Смотрите, это для люминесцентных ламп. Это для лампочек. Смотрите, там лампочки, батарейки. Друзья, я сейчас нахожусь в здании. Шутка, ни в каком я не в здании. Я вам не помешал? Нет. А как у вас такие остановки появились? Вот это 3 года уже? Там же тепло. Тепло. Теплая остановка.
Да в смысле? Вы серьезно? Они с подогревом, садишься и греешь попу. Это просто нечто вообще. Да я не понимаю, что с Кавказом такое творится. Да почему вот тут вот так? Я даже не знаю, что сказать. Просто автобусная остановка с USB-зарядками. Когда остановка круче, чем твоя квартира. Итак, на башню мне забраться не разрешили. Но в Чечне я залезал на гору, а тут я обязан залезть хотя бы на что-то. Я про ту лестницу, да. Погнали. Я обязан был это сделать. Тем более охраны никакой нету. Это просто сигнал, чтобы Суворов сюда залез. Сегодня утром мне написал парень и попросил прорекламировать его инстаграм-аккаунт, в котором он выпускает вайны. А вайны, смешные видосики, это то, что я обожаю. Чувство юмора супер просто. Я сразу согласился, но прежде я решил зайти и посмотреть, что же он там снимает. Сказать, что увиденное повергло меня в шок, ничего не сказать. Я увидел, что у этого человека не только такая же фамилия — Суворов. Как брат-близнец, он полностью внешне выглядит как я. Пап. Я согласен. И что бы вы думали, шок с шоком, но таких ребят я рекламирую бесплатно. Отличные крутые вайны от Суворова по ссылке в описании. Друзья, вот это скорее всего связано с вооруженными конфликтами, но для меня этот БТР интересен тем, что в армии я водил БТР, и в армии я водил такой же БТР. Сейчас я объясню, как я водил БТР. Мы открывали в армии вот этот люк, ложили на сиденье цинк из-под патронов, здоровую коробку из-под патронов, высовывали голову в этот люк, и так его и вели, этот БТР. Зимой, когда в лицо летел снег, грязь, мы точно так же ехали, одевали иногда балаклавы. Это было весело. Но вот этот пулемет не настоящий, это муляж. Вот там стоят аккумуляторы. Кто знает, что вот это такое, пишите в комментарии, я отвечу. Вот в этом месте обычно крепится топор и лопата. Это люк для десантирования. Это отсек для автомата, клаксон. А вот это танк Т-80. Есть у ингушского народа одна печаль, одна боль этого народа, от которой ему еще долго не оправиться и долго не забыть. А мне просто не выразить словами. Каково это, когда в ваш дом рано утром входит несколько вооруженных людей и говорят: приготовьтесь, сегодня вы уедете очень далеко и очень надолго, просто потому что вы тут не нужны. Именно так Советский Союз поступил с ингушским народом, полностью выселив его насильно с родных земель, просто потому что этот народ был кому-то неугоден. Из общего количества 760 тысяч переселенцев за 5 лет умерло 125 тысяч человек. Сейчас я буду ловить машину и попробую направиться в сторону так называемых волнушек. Не знаю, что это такое, но мне сказали, что это место обязательно нужно увидеть. Рвем туда. Люблю одиночество, но встретить в этих местах интересного, неравнодушного человека ингушской крови — это то, чего не хватало. Его имя Умалат. Друзья, кто-нибудь знает своих предков на 12 поколений назад? Каждый ингуш знает свое происхождение. Конечно. То есть, вот вам, получается, отец рассказывал в детстве вот это все. Да. И он все это наизусть тоже знал. Да, а я уже буду своим сыновьям рассказывать, чтобы они знали. Есть такой очень интересный обычай, я когда был в Москве, в других городах России, когда я рассказывал ребятам, они говорили, что это самый лучший обычай в мире. Я не знаю, ты слышал или нет, у нас зять с тещей вообще не видится. Да, вообще. Это очень мудрый обычай, конечно. С тестем тоже, кстати. Очень редкий случай, где зять там показывается к теще и уже общаются. А так, можно сказать, 99%. Вы свою тещу не видели? Я живу в браке 10 лет. Я ее видел,
ни разу не подходил, не общался. Также она ко мне не подходит. Почему? Потому что такие обычаи. Привет. Проходи, Саша. Так, добрый день. Очень приятно, Саша. Здорово. Как тебя зовут? Ахмед. Как тебя зовут? Магомед. Саша. Что тут прям ингушское? Вот это соус, наверное. Соус ингушский? А что за соус? Бирх. Бирх. Там морковка, я смотрю, зеленочка. Пахнет очень вкусно. Спасибо. Ну и просто курочка, но очень вкусно сделанная. Такая прям вообще бабах. Ладно, все, короче. Едем в магаз. Сегодня, возможно, получится сесть в башню. В башню. Ты не ослышался, именно в ту башню, в которую меня не пустили днем. Можно поснимать сверху? Здания не валят сегодня, там работа идет. Мои новые друзья хотят провести меня туда ночью. А как? Мне самому интересно. Так, ну теперь посмотрим на это все вечером. Салам алейкум. В тот раз я уже пытался подняться, но меня не пустили. Возможно, сейчас получится. Блин! Изи! Тут стоят факелы. Я уже чуть-чуть устал. Мне кажется, тут долго идти. Какие-то троны тут стоят. Нифига себе! Вот это люстра! Думал, что когда мы вот до комнаты до этой поднялись с люстрой, что это все. Да как? 10 пролетов. Представляю, если мы идем уже минут 20-15, сколько времени и сколько сил нужно, чтобы это построить. И сколько денег. У меня месячной зарплаты не хватило бы. И смотровая площадка. Нет, стеклянная. Она стеклянная. Я еще в жизни на такую штуку не наступал. Судя по всему, это вот все стекло прямо отсюда и до той балки, сантиметров 8. Блин, ну я на самом верху этой башни, ребят. В то время, в которое вряд ли вообще кто-то сюда будет подниматься, раз. И самое крутое, в то время, когда сюда вообще никого не пускают и никто не мешает насладиться покоем. Белый голубь, насколько помню, это символ мира, правильно же? Смотрите, какой красавчик. И ведь не боится вообще. Это потому, что он очень мирный. Только что проведена операция по спасению голубя. За один день я сблизился с этими людьми больше, чем с некоторыми за года. Поэтому подведу черту. Сколько народу пыталось мне сказать, что не стоит сюда ехать. Теперь всем вам я заявляю. Не говорите такое больше никому. Это бред. Все, я спать. Ничего себе ты как. Ты уже каллиграфическим почерком пишешь, молодец. А буквы умеешь писать? Не умеешь? Научишься? Красавчик. Я Тимуш. Можно вас представить? Хусейн Мурзабеков. Рад гостей видеть. Проявлять гостеприимство. Сколько бы люди не писали гадости в комментариях, они убедятся только когда приедут, мне кажется. Давайте так сделаем. Мы не любим рассказывать, мы любим показывать. Мы это сегодня постараемся вам показать. Ассаламу алейкум. Валейкум салам. Это брат мой. Вот это тоже одна из наших башен. Это вот чисто ваша башня. Да,
Да, чистая Кингерская башня. Я тоже хочу свою башню. Она раньше выше, да, гораздо была? Конечно, она гораздо выше была, боевая башня. Biz yakayız. Смысл этого магазина? Alhamdulillah. Салам алейкум. Как дела? Отлично, спасибо. Вот это хорошо. Это что, пистолет или? Я Алхамдулилlah, бах, мы не сделаем. Слишком поздно их выкопал. Это корень щепов. Сколько движений остановилось, и они, Вот, видишь, какой вид они приобрели. В октябре они такие бывают, сочные такие. Как твой дел? Отлично. Где живешь? Великий Новгород. О, ты в России живешь, в России. Да. Отец, мать есть? Да. Есть? Да. Вот это хорошо. Когда отец, мать живой, тогда хорошо. Ухул, дика, макияцу. Перевод можно? Они постоянно встают, а он уговаривает их сидеть. Это такая традиция не садиться, да? В знак уважения. Конечно. Не положено. Ну, рядом со старшим садиться не положено. Тот момент, когда я увидел, что просто ни в какую мужчины не садятся при взрослом дедушке. В этот момент у меня было такое стыдливое ощущение от того, что я вспомнил, как к старикам и просто к старшим людям относятся у нас в России. Я вижу, как люди уважают возраст. И для меня это удивительно. Когда раз за разом молодые люди при старшем человеке встают, он их убеждает сесть, но они этого не делают в знак уважения. Когда убеждает, они этого не делают в знак еще большего уважения. Закидываем сахар. Вот песок. Перемешиваем и выливаем вот туда. Оп. Вот так. Как вы там одной рукой... Это дело техники, походу. Сейчас поедем туда, и мы вот так через перевал сейчас будем переваливать. Блин, это просто классно вообще. Вот это большой Кавказский хребет идет. Вот это было. За этим хребтом уже Грузия. Вы быстрее спуститесь на машине или я добегу? Давайте на счет 3 стартуем. Ну давай. Все, я готов. Я на старте. Я бегу вот туда. Мне надо сбежать вот до туда, до дороги. Раз, два. Они меня обманули. Меня остановили. Меня остановили. Я их сделал. Смотрите, гейзеры. По факту там просто трубу прорвало, мне сказали. Но смотрится прикольно. Я их сделал как стоячих просто. Теперь мне надо добраться до башни. Если я это еще сделаю быстрее их, то значит я красавчик. Правильно? Хорошая шутка. Они походу просто уехали. Потому что там никого нет. Уехали, так уехали. Мне и одному хорошо. Блин, это такое классное место. Все такое криповое, как будто декорации для фильма. А по факту здесь реально жили люди. Так, лезем. Судя по всему, когда-то башня была вот такой высоты, и потом ее увеличили. Но как мне туда залезть? Все, судя по всему, забирались вот по этим выступам в углах. Но лезть по ним туда, какая-то веревка. Что за веревочка? Да не, вы серьезно? По этой веревке вот туда? Надо быть психом с моей точки зрения, чтобы туда полезть по этим камушкам. Поэтому наверх я явно не полезу, потому что это для меня смерти подобно уж слишком тут высоко. И вот этой вот веревочке, на которой будет держаться моя жизнь, я не доверяю, поэтому вниз. С этой башни сигнал передавался вот на ту в виде пламени, а стой дальше. А я пойду к моим друзьям, потому что что-то их давно нет. Они, наверное, подумали, что я уже стал жертвой вот той коровы. Короче, там такой подъем, что если я бы попробовал это сделать, скорее всего, обратно вы бы поехали уже без меня. А я бы стал как бы местной достопримечательностью. Блогер, сложивший свои кости в средневековой башне.
знаете, что тут супер максимально круто? То, что ты ходишь тут, и во всех башнях поддерживается более-менее целостное состояние. То есть, если посмотреть сюда, здесь заделаны трещины. Этот бетон не древний. Эта башня просто укреплена. Вот спрошу у вас в шутку. Можете отвечать, можете нет. Назовите своего пра-пра-пра-пра-дедушку. Я не могу. И вы, скорее всего, тоже не можете. Я скажу, что это нормально, но здесь люди так не скажут. Люди на столько колен назад помнят свои поколения, помнят своих прадедов, что они знают, где стоят их сторожевые башни, где стоят их родовые башни. Что удивляться тому, что тут башни в таком хорошем состоянии. Хотите меня побить? Не хотят меня бить. Даже кони гостеприимные, реально. И опять вот этот подъем по углу, смотрите, опять этот подъем по угловой лестнице. Ступенька раз, ступенька два и вверх вот до туда. Я не знаю, как они туда лазали. Не стрёмно вот туда лезть, вот просто по камням. Все. В основном постоянно приходилось защищаться. И вот таким образом, как бы можно сказать, выковывался особый тип человека, понимаешь? А тут вот чисто теоретически тут может быть медведь? Ну, дичь может быть, конечно. Офигеть. Там есть дальше проход, но надо ползти. А ползти, мне кажется, не лучшая идея. Это же все сверху навалило. Вот этот кусок 100% сверху отвалился. Это такой же, как я видел в Чечне. Это тоже древний очень камень, да? Да, конечно, древний. Знаете, зачем вот эти входы в башни делались настолько высоко? Я туда залезть физически не смогу. Для того, чтобы оттуда не воровали варенье. Для того, чтобы при осаде врагам было тяжелее туда попасть. Сколько вот этому зданию лет? Они 1000 и больше. Больше 1000 лет. В нашей стране, в Советском Союзе, да и в общем просто, всегда все государства подтасовывают факты. Местные говорят, что этим зданиям гораздо больше, чем им по факту дают. И в принципе я с этим спорить не могу. Вполне может быть и так. Но выглядят они просто эпично. Христианский храм, которому больше 1500 лет. Ничего себе. Вот это место. I'm wide awake, wanna feel one last time. If this night is not forever, at least we are together. I know I'm not alone, I know I'm not alone. Родовой башенный комплекс Оздоевых. Здесь проживал Оздоев Заурбек Темирхеевич. Вы представляете? Вот там и вот в тех башнях жили люди. Это что-то криповое вообще до боли. Просто как будто убежище Франкенштейна. Если мы туда сможем подняться, это будет самое крутое, что я видел в Ингушетии. Хочу задать один вопрос. Мы прям туда поднимемся? Это просто нечто вообще. Такого я еще не видел. Офигеть. Вот видишь? Он разрушенный стоит вот это. Да. Вижу. Вот в ней найди тайник. Какой? Там можно спрятаться. Спрятаться? Да, это загадка тебе.
Вот найди тайник, куда можно спрятаться. Все хорошо, я понял. Сейчас поищем. Тайник. Тайник. Не, ну по логике вещей, либо в стене, да? Либо в полу он находится. Ну, наверное, это не слишком банально, чтобы вот там или там, да? Ну, значит, может, я пока что еще подумаю. За этой стеной. За этой стеной тайник? Вот там дырочка, да, и вот туда. А что это за дыра? Как туда залезали? Через стену? А туда лазали? Я там как-нибудь интернет поймаю и все. Офигеть. Сейчас мне надо быть максимально осторожным. Если что, мой канал я завещаю вам. Пароль в тетрадке, в портфеле. Это просто нечто. Это что-то сумасшедшее. Сейчас вы увидите мои глаза, когда я реально ссу высоты. Вот, почти не страшно. Вот такое я не ожидал. Вот это не ожидал вообще. Я сейчас лазал, ну вот честно, друзья, вот тут пропасть, и вот там пропасть. И я бы не сказал, что вот это вот стальные лестницы, это довольно хлипенькие камушки. Ну, поэтому, ну, немножко я испугался. Как бы там немножечко есть этот животный страх. Фух. Ну, в общем, все нормально. Мне сказали, я побледнел. Я не побледнел. Это я специально поменял окрас, чтобы слиться с камнями. Они пошли вниз, а мне нужна полнота ощущений. Поэтому я поднимусь на самую верхушку этого чего-то, этой горы. Погнали. О, кровь. Я обязательно вернусь в Ингушетию, когда эти прекрасные пики гор полностью освободятся от пелены тумана, и их можно будет увидеть во всей красе. А пока что, до скорой встречи, дорогая Ингушетия. Пока. Я ехал сюда, ожидая опасность, но встретил друзей. Я готовился к худшему, но получил самое лучшее. Дорогой друг, ты очень поможешь, если подпишешься на мой канал и поделишься этим видео с друзьями. Пусть и они увидят опасную Ингушетию.